Добрый день, уважаемые члены жюри. Меня зовут Ефимов Кирилл, я ученик 10 А класса Якутской кадетской школы интернет. Мой руководитель Апрасимова Варвара Дмитриевна. Тема моего выступления – трактовка основ Раскольникова на основе традиционного верования народа Саха. Творчество Федора Михайловича Достоевского изучено во многих аспектах. Среди них раскрыто истолкование основ главного героя романа «Преступление и наказание» Родиона Раскольникова. В данной работе предпринимается попытка рассмотрения сна и сновидений данного героя на основе религиозных верований народа Саха. Есть ли какие-то различия во взглядах на истолкование сна и сновидения Родиона Раскольникова у российских исследователей и истолкование на основе якутской культурологии? В исследовании используется работа доктора исторических наук профессора Бравиной Тюльтылджита. Нами выдвинута гипотеза о том, что трактовка основ Раскольникова может иметь различия в силу отличий в менталитете разных народов. Актуальность данной работы обусловлена возрастающим интересом к творчеству великого классика Достоевского в год его 200-летия со дня рождения. Объектом исследования выбран роман «Преступление и наказание». Предметом исследования являются сны Родиона Раскольникова. Цель работы – найти сходство и различия в истолковании снов Раскольникова у славян и народа Саха. Чтобы достичь данной цели, мы выдвинули перед собой задачи. Доклад состоит из введения, 3 глав и заключения. В романе «Преступление и наказание» Раскольникову снится всего 5 снов. Первый сон мы назвали «Сон о лошади». Этот сон – предзнаменование того, что ему не следует идти на преступление, что у него ничего не получится. Второй сон – оазис. Раскольников хочет напиться, значит, для него еще не все потеряно. Есть возможность отказаться от эксперимента над собой. Однако, вновь не принимая во внимание предупреждения сердца, Раскольников все же идет Алене Ивановне с топором на лестничной площадке. С одной стороны, Достоевский с помощью этого эпизода раскрывает подсознательное желание Раскольникова расправиться еще с одной вошью, так как именно в это время герой должен немалые деньги квартирной хозяйке. Четвертый сон. Хохот старушки. В этом сне Родиона Романовича это сон человека, который удостоверился, что он не старуху убил, а себя убил. И, наконец, пятый, последний, но не менее важный сон – апокалипсис. Совершается нравственное возрождение Раскольникова, трудное, болезненное, но все же очистительное и светлое, купленное ценой страданий. А ведь именно через страдания, по мнению Достоевского, человек может прийти к настоящему счастью. С помощью работы профессора Бравина и Тюльтылджита мы истолковали слова из снов Раскольникова и перевели в данной таблице. Например, детство к болезни, видеть себя в детстве к неверному решению событий, толпа к слезам, драка к плохим событиям, оазис. Оазис к хорошим новостям, верблюд – образ прекрасной женщины для жителей Азии. На лестничной площадке ужасный крик к несчастному случаю, страх к опасности. Хохот старушки, улица, затруднение в решении проблем, толпа, опять же, к слезам, испуг к неприятностям. И, наконец, апокалипсис, язва, у Саха болезнь к хорошим вестям. Убивали к обогащению знакомого, злобы к счастью. Мы пришли к заключению, что роман Федора Михайловича Достоевского немыслим без снов главного героя. Сны являются важнейшим художественным приемом, который помогает автору полномерно донести до читателя свою мысль. На протяжении романа Родион Раскольников 5 раз видит сны, на которые являются осмыслением жизненной ситуации героя и предвещает грядущие перемены в жизни. По 4 первым снам главного героя нет больших различий в сравнении трактовок исследователей и народа Саха.
По последнему сну Раскольникова есть существенное различие, так как болезнь и убийство во сне у народа Саха трактуются как обратное явление, то есть воспринимается как знак того, что все будет хорошо. Исследователи творчества Достоевского характеризуют сны Раскольникова с точки зрения психологии, а трактовка снов по верованиям народа Саха предсказывает будущее. Итак, выдвинутая гипотеза о том, что трактовка снов Раскольникова на основе религиозных верований народа Саха может иметь различия, нашла свое подтверждение. Спасибо за внимание.